Глава Ингушетии посетил в Джейрахском районе детский лагерь Эрзим, где продолжается реконструкция здания и территории. Махмуд Али Калиматов уделил основное внимание дополнительным работам, которые ранее не были предусмотрены проектом. На территории лагеря построен новый холодильный блок, проведен капитальный ремонт 10 вагончиков с утеплением, заменой кровли, кафеля, облицовкой гипсокартоном, электричество, сделано подвальное складское помещение под столовой, проведен капитальный ремонт вспомогательного помещения для обслуживающего персонала. Частично заменена кровля основного блока столовой. Построена летняя веранда, проведена основательная реконструкция бассейна с подведением его категории «Олимпийский». Расширена площадка по всему его периметру. Установлены очистные сооружения и многое другое. Руководитель региона подчеркнул, что все работы по объекту должны быть выполнены с учетом безопасности детей. В ходе инспекции глава Ингушетии также проверил готовность главного корпуса. Здесь в рамках полномасштабного обновления к основному корпусу был пристроен дополнительный этаж, что позволило добавить еще 16 комнат. Таким образом, этажность увеличилась с 2 до 3. Это позволит принимать еще больше детей – 480 человек вместо 320. В настоящее время готовность объекта составляет 90%. Напомним, глава Ингушетии ранее в ходе встречи с Микаилом Гуцериевым выступил с инициативой провести капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря Эрзи. Меценат также выразил желание и готовность оказать помощь в решении вопроса организации качественного отдыха для детей. Отделка детей, они аллергии уже. Там мелочи остались. Тепло есть, электрика сделана. Сейчас под финишную покраску готовим. Кафель в санузлах положен, в коридорах положен. Надо вот эти металлические, чтобы они у вас потом не воржавели. Не, мы их закрываем. Закройте, но перед этим отработаете, обработаете его металлом, а потом только закрываете. Да. Понимаете? Вот, если вы оставите везде вот ограждение щели, будет самое хорошее ограждение везде. Герметика должна везде быть. Герметично закрывать надо все. У нас с других регионов будут приезжать. Иностранцы будут приезжать. Потом мы его круглогодично переведем. Круглогодично в каком смысле? Я продумываю там Минтрудом. То есть у нас, например, летом дети, а зимой там, говорят, туристов не надо сюда взрослых пускать. Я думаю, у нас дети, например, с матерью, понимаешь ты, приезжают, путевки Минтруд пишет, и они пусть отдыхают. Мамочка, там, Бирыш, Саня, Халия, спокойно, бах, ос. А это все у Минтруда деньги есть.